Сегодня у нас идет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. И с одной стороны, я как сознательный гражданин пришел проголосовать за поправки, которые были инициированы президентом Российской Федерации. С другой стороны, и присутствует служебная необходимость посмотреть, как идет голосование, как уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия. Есть ли какие-то жалобы, какие-то предложения. Я вижу, что процесс организации голосования на хорошем уровне организован. Поэтому я считаю, что на самом деле исторический момент, и вот так вот оставаться безучастным к этому моменту неправильно. Скажите о поправках. Вот какие поправки считаете нужным вот сейчас принять? Действительно назрела такая необходимость. Ну, те поправки, которые инициированы, они же не на пустом месте возникли. Они действительно, это потребность времени, время движется, и жизнь наша меняется. И, соответственно, то, что вот мы видим в последнее время происходит, вот пандемия во всем мире, это говорит о том, что с одной стороны необходимо думать об укреплении границ, территориальной целостности государства и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что социальная составляющая имеет важное значение, потому что мы знаем, что многие люди, кто-то остался без работы, кто-то, каким-то иным способом оказался в трудном материальном положении. И сегодня вот эти вот социальные поправки, имеющие социальную смысловую нагрузку, они имеют важное значение, чтобы именно были они закреплены в Конституции, что независимо от различных экономических кризисов, вот это социальные, гарантии, они были соблюдены, они были закреплены в Конституции Российской Федерации.